Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы главы двух государств обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества и региональную ситуацию. В этом контексте особое внимание было уделено сегодняшней неспокойной ситуации в Исламской Республике Афганистан. Сегодня под председательством президента Республики Таджикистан, председателя Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности Эмомали Рахмона в формате видеоконференции состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности. В работе сессии приняли участие президент Республики Таджикистан, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмон, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В качестве приглашенного государства в сессии принял участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Члены Совета коллективной безопасности провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств-членов ОДКБ. В ходе сессии государств-члены с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. Они подчеркнули важность ответственного восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны. В ходе сессии было отмечено, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободном волеизъявлении всего афганского народа. Строгий учет, гарантирование и защита социально-политических интересов всех слоев общества имеет жизненно важное значение для устойчивости любого правительства Афганистана. С учетом увеличившегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии, государств-членов УДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам. Была достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенного Таджикистаном в рамках ОДКБ целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы. Члены Совета коллективной безопасности договорились продолжить обмен мнениями о ситуации в Афганистане в ходе предстоящего саммита ОДКБ 16 сентября в Душанбе. Как сообщалось ранее, накануне 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вручил представителям различных профессий, включая работников сферы науки, образования, культуры, здравоохранения, производства товаров и оказания услуг, органов местного самоуправления и другим государственным служащим награды, государственные премии, а также присвоил звания. Сегодня первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан Фирдавс Хайдзода вручил государственные награды работникам исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, подведомственных предприятий и учреждений, которые были награждены указом президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. В целом, 4 человека награждены медалями Хизмат Шойста, 2 человека медалями Шавкат, 5 медалями 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, 3 почетными грамотами Республики Таджикистан, 4 человека почетными грамотами и 35 человек благодарностями исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Следует отметить, что в период независимости правительство Республики Таджикистан ценит и постоянно поддерживает самоотверженные заслуги и беззаветные усилия каждого патриотично настроенного гражданина страны. Об этом свидетельствует торжественное награждение активных сотрудников исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, его предприятий и учреждений государственными наградами и благодарственными грамотами исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. В 1991 году в Таджикистане функционировал только один цементный завод, который не мог удовлетворить спрос на этот вид строительной продукции. Но благодаря усилиям правительства страны и принятым в этом направлении мерам, Таджикистан из импортера цемента стал экспортером. Зумрат Файзиева продолжит тему. В первые годы независимости Таджикистана с увеличением строительства в стране значительно увеличился спрос на цемент, и Таджикистан вынужден был стать экспортером цемента. В 1991 году в Таджикистане функционировал только один цементный завод, который постепенно сокращал производительные мощности из-за экономических изменений и изношенности техники. Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство страны усилило поддержку деятельности частного сектора и тем самым предоставило
предоставила стимул для импортеров технологий и оборудования для производства импортозамещающей продукции. При этом был объявлен мораторий на все виды проверок для производителей. Эти и другие меры правительства страны способствовали увеличению количества предприятий, производящих цемент. Если в 1991 году в Таджикистане был только один цементный завод, то в 2021 году их число достигло 16. То есть за период государственной независимости в Таджикистане было построено и сдано в эксплуатацию 15 новых цементных заводов. Увеличение количества цементных предприятий с одной стороны способствовало увеличению производства импортозамещающей продукции, а с другой позволило сотням человек получить постоянные рабочие места. Если в 1992 году объем производства цемента составлял 446,8 тысяч тонн, то в 2020 году в Таджикистане было произведено более 4 миллионов 242 тысяч тонн цемента. Другими словами, производство цемента в Таджикистане с момента обретения независимости увеличилось почти в 10 раз по сравнению с 1992 годом. Благодаря принятым мерам Таджикистан из импортера цемента превратился в экспортера данного вида продукции. В 2010 году Таджикистан не только не экспортировал цемент, но и не мог полностью удовлетворить внутренний спрос на этот вид промышленной продукции. В 2013 году в Таджикистан было импортировано 1 миллион 52 тысячи 100 тонн цемента, а уже в 2020 году Таджикистан экспортировал более 1 миллиона 300 тысяч тонн цемента в соседние страны. Это доказывает, что цели правительства Республики Таджикистан постепенно реализуются. Зумрат Файзиева, Максади Максат, новости. В рамках подготовки к 30-летию государственной независимости, годов развития села, туризма и народных промыслов в городах и районах страны полным ходом идет благоустройство и созидательная работа. Создание необходимой инфраструктуры в сельской местности страны способствует повышению благосостояния жителей. В рамках годов развития села, туризма и народных ремесел, целью которых является улучшение социально-экономической ситуации в регионах страны, обеспечение продуктивной занятости населения и повышение его экономической активности, в период подготовки к 30-летию независимости Республики Таджикистан в районах построены и сданы в эксплуатацию десятки объектов различного назначения. За короткое время сельская местность страны приобретает новый облик, строится необходимая инфраструктура, улучшающая благоустройство местного населения и повышающая уровень благосостояния. Так, при финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета Фонда спасения Орала была проведена линия водоснабжения полиэтиленовыми трубами на расстоянии 5500 метров от источника до кишлака Дахана Джамуата Оби-Мехнат Ражского района. Также установлен резервуар для распределения воды по улицам и 10 водопроводных колонок. В результате реализации данного проекта чистой питьевой водой обеспечены более 60 домохозяйств с численностью 467 человек и среднее общеобразовательное учреждение на 365 учащихся. Реализация данного проекта не только улучшила условия жизни населения, но и положительно скажется на здоровье жителей. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.